Я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Даже уже после всей случившейся ситуации мы пытались подать протест, чтобы я все-таки смогла принять участие. Это были долгие 5 лет подготовки, пришлось очень многое пережить, и травмы, и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры, я рассчитываю еще как минимум на 2 таких старта, поэтому буду делать все максимально возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить дальше свою карьеру. Я буду готова вернуться в Беларусь тогда, когда буду уверена в том, что мое нахождение там будет безопасным. Я не хочу бежать от кого-то. Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это была моя мечта, я к этому очень сильно стремилась, и надеюсь, что дальше я смогу это продолжить. Поэтому еще раз повторюсь, что 9 августа пройдет марафон свободы, и я хочу, чтобы все, кто может, к нему присоединились вместе со мной. Поэтому естественно, я очень переживаю за своих родителей, которые остались в Беларуси, тем более, что мой отец болен, у него проблемы с сердцем, и в последние дни его состояние здоровья ухудшилось. Но я также общалась с родителями сегодня. Они мне сказали, что они в порядке, поэтому я надеюсь, что с ними ничего плохого не произойдет. Да, мне рассказали мои родители о том, что по телевизору уже говорят обо мне и говорят очень плохие вещи, о том, что я не воспользовалась шансом пробежать на Олимпиаде, в котором никогда в жизни не принимала участие, и что я недоспортсмен или что-то в таком роде. Также мне присылали фото из телеграм-каналов, где оставляли ссылку на мой аккаунт в Инстаграме и с просьбами писать мне какие-то плохие вещи. Да, мне поступало очень много плохих сообщений, но уже в тот момент намного больше поступало слов поддержки от людей, поэтому я читала намного больше позитивных комментариев, чем негативных. Думаю, что я готова помочь людям, которые могут оказаться в подобной ситуации, как я, или людям, которые хотят покинуть Беларусь. Также я хочу сказать всем белорусам, чтобы они перестали бояться, если на них оказывается какое-то давление, чтобы они смело об этом заявляли. И если кто-то испытывает давление или какие-то психологические проблемы, они также могут смело написать мне, я постараюсь поддержать каждого и ответить каждому.